کیم از کرد کردستان تف شراش و volkan تف دنامتم آگر او پیتم سورم وک اتم آگر گیا قبسم گاوا بتاقم دنیا دهجی افپت او آگر دجمن دکجی کیم ازم روش هلات تف برجو کنات تف بجار و گن تف زنار و لات جدست دجمن خونخوار خورت و کلادار جرم جفرنگ دروژن پرتنگ بکشتن و جنگ پاراست من اب روژهلات کیم از Кимас. Автором стихотворений является курдский поэт XX века Джагархун, в котором он выражает как свою личную исповедь, так и голос народа. Кимас. Кто я, если мое имя под запретом? Кто я, если мне запрещено быть собой? Кто я, если моя земля не моя? Кимас. Мне захотелось подготовить для вас интересный подкаст с трансперсональным психоаналитиком. Пойдемте. О, это здесь. Кстати, она известна своим нетрадиционным методом работы. В узких кругах ее называют ключник. Почему? Потому что она может разобрать и собрать человека. Давайте посмотрим, кто же за этой дверью. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Гульнара Ахмедова, преподаватель курдского языка. Курдский язык, да? Очень интересно. А откуда вы родом? Я родилась в Казахстане, в городе Алматы. А кто были ваши родители? Можно узнать немножко подробнее о вашем детстве? Родители... Я всегда говорю, что мои родители легендарные люди. Я, правда, очень горжусь ими. Но это осознание приходит, когда ты уже очень много пережил. Это не приходит, пока ты молодой. Эти такие вещи фундаментальные приходят в более осознанном возрасте. И я поэтому могу сказать, что у меня легендарные родители. Они довольно известные люди в курдской диаспоре. Как вы можете охарактеризовать ваше детство? Как можно о детстве? Я, наверное, влияние воспитанием на меня еще было то, что я росла с немцами. Я росла в городе Каратал, это Жамбылской области. На тот момент тогда там жили немцы. И вот мое детство, все было рядом с немцами. И я думаю, что то воспитание, которое я получила в семье, и то окружение, которое было, в котором я росла, оно и оказало влияние уже потом на дальнейшую судьбу, потому что есть свойства характера, которые, я думаю, что они характерны именно для немецкой нации. Это вот некая какая-то сдержанность,
чувство ответственности. Пунктуальность. Пунктуальность – это самое главное. Но вот это чувство контроля над временем, оно всегда есть. Значит, требовательность тоже. Требовательность к себе и ответственность. Любопытно, в вашей семье эти качества тоже, да, как-то приветствовались, или же наоборот это вас отягощало? Нет, родители не воспитывали нас, как детей, какой-то определенной культурой. Сказать, чтобы было какое-то давление, такого не было. Мы были абсолютно свободными. Мы росли, мы понимали, кто мы, но в то же время вот это воспитание извне, оно тоже было. Оказывало воздействие. Оказывало, потому что мама работала, папа строил дом. Никто не кричал, не ругал. Вот сюда иди, туда не иди. А кто были по профессии ваши родители? Папа собиратель народного фольклора. Очень интересно. Мама дочь первого учителя. И, соответственно, все исходило из того, кем были они. Когда приходили взрослые домой, это дяди, тети, бабушки, дедушки, они вели себя как-то вот степенно, как свойственно людям старшего возраста. Они не доходили до того, чтобы ругать нас, младшее поколение, или укорять за что-то. Как-то все было настолько гармонично, что мы смотрели на них и росли с этим. Значит, все-таки со стороны мамы вам передалось, наверное, как-то повлияло на вашу профессию, или все-таки от папы тоже что-то досталось? От папы то, что мне хочется петь. Папа был народный певец, акын, ашык. От мамы, но это опять же пришло уже в более взрослом возрасте. Пока ты ребенок, ты растешь, ты этих вещей не понимаешь. Потом с высоты своих лет, когда ты уже анализы какие-то проводишь, тогда уже ты понимаешь, да, это вот от мамы передалось. То есть в детстве не было такой мечты, что я вырасту, буду преподавателем? Нет, да? Абсолютно не было. У меня были гуманитарные наклонности очень сильные. Когда я заканчивала школу, учительница немецкого говорила: поступай на немецкий. Учитель истории говорила: мы дадим направление, иди на историка. Учитель филологии говорила: обязательно на филолога иди. То есть вы еще и немецкий знаете? Немецкий – это как мне родной язык. Потому что вот в этой среде немецкой, и если я где-то на полгода окунусь в немецкую среду, то я быстро освою и быстро вернусь, потому что для меня немецкая речь, она привычная и приятная на слух, и произношение тоже. Папа как-то приобщал к музыке, к своему интересу? Я же опять говорю, что давления не было ни в чем. Они вот что-то делали, и мы на это смотрели. Говорят же, взрослые, чтобы воспитать своих детей, они должны сами своим примером показать, каким бы хотел увидеть своего ребенка. Папа пел, мы под его песни засыпали, под его песни утром просыпались. А сколько у вас в семье? У нас 8 детей. Довольно-таки много. Да. И ко всем было одинаковое отношение, да? Да. Или все-таки к вам, вы были ближе к отцу? Ну, я для папы была как цветок, вот, с которым он хотел баловать, которого вот такие какие-то вещи он позволял в те времена, чтобы курдская девушка одевала брюки, там резала волосы, красилась. Папа это разрешал. Он говорил:
Главное, чтобы ты понимала, что ты делаешь, где ты находишься. И опять же, вот эта ответственность должна быть на тебе. То есть ты одеваешься, как тебе нравится, но ты понимаешь, где ты находишься, в какой среде. И до сих пор, когда я еду, например, в деревню, туда, где родители жили, я знаю, что там в брюках не походишь, там как-то в коротком не походишь, одеваешься соответственно. Но когда я приезжаю в город, это совсем другой образ. А вы как-то вместе с отцом пели песни? Нет? Тогда нет. Тогда, опять же, все это не понималось. Это приходит позже. К сожалению, папа не видел того, что я сейчас делаю в пении. Ну, какие-то были же в детстве, наверное, чаяния, интересы. В чем они проявлялись? Ну, наверное, это было вот именно в книге, читать. Вот хотелось читать все То есть время. вы большую часть времени вы уделяли именно чтению? Да. У нас вот сколько детей было, у нас дома везде книги были, на столе, на полочках, в спальне, в какой-то комнате. И мы все читали. И мы друг другу говорили: а ты вот это читал, а ты вот этот момент читал. А какое предпочтение у вас было? У меня классика, конечно. А у братьев там что там... То есть вы воспитаны на классике? Да, и это тоже оказало свое влияние. Когда ты читаешь классическую литературу, у тебя духовная составляющая тоже делается какой-то такой чувствительной. Ты становишься каким-то глубоким подходом ко всему, да. Иногда, наверное, это мешает. Казалось бы, где можно было бы быть проще, ты туда уходишь с каким-то анализом, думаешь. Но опять же, это свойственно вот этой среде, где я росла. Вот те друзья немцы, которые у меня были, никогда не было такого, чтобы кто-то кого-то ругал, кто-то кому-то сказал каких-то слов неприятных. Вообще осквернение, вот само вот это понятие осквернять в немецкой культуре, там, где, в которой я была, там не было этого. Я не могу вспомнить ни одного неприятного случая, связанного вот с друзьями, с одноклассниками, потому что все понимали вот эту субординацию. У вас было много друзей? Было много, они приходили домой, папа их всех знал поименно. Пасху мы отмечали у них, Айд мы отмечали у нас дома. Мы все были едины, и в гости ходили друг к другу. И как родители, самое главное, родители знали, в каком кругу я нахожусь. Ну вот я сейчас вспоминаю, это были такие... Это интересно, когда ты рождена в мусульманской семье, ты чтишь, понимаешь свои традиции, свои обычаи, свои обряды, при том, что на тебя нет давления. Никто не говорил: вот так надо делать, вот так надо делать, вот здесь вот так надо. Как-то это все сочеталось, комбинировало между собой. То есть слияние культур, да? Слияние культур, оно было не давлеющим. Вот как сейчас молодые девушки, они одевают вот хиджаб, да, как бы это считается атрибут религии, но в то время, когда я росла, мы тоже хорошо знали религию, но это было по-другому. В полке книг у отца первая книга, которая, это был Коран. Вот в стенках, у нас тогда книги лежали же в стенках. Первая книга это Коран был. Вторая книга, книга академика Надирова. Папа его очень чтил. И третья книга, книга Абдулла Оджалана. И это становится
авторитетом. А можете немножко кратко так сказать, что это за личности были? Академик Надиров, химик, биолог. В 1937 году, когда курды были депортированы в Казахстан, на тот момент ему было лет 5. И папа тоже. Они уже были рождены на Кавказе, и во время депортации были маленькими детьми. А мой папа, у него мама умерла еще там, на Кавказе. Он был маленьким, у него был братик. Мама пошла в горы собирать ягоды какие-то, там ее укусила змея, и она умерла, дошла только до дома и умерла. И вот во время депортации они оказались вот в этом поезде, 20 дней ехали, маленькие дети. Папа очень сильно уважал академика Надирова именно за те минуты и за те дни, которые они пережили вместе. А депортация можно будет узнать откуда? В 1937 году была первая депортация курдов в Среднюю Азию. И вот родители, отец, вот предки, они были депортированы с Нахичевана. Это азербайджанская часть. Ну, а вторая депортация была в 1944 году. Это были тяжелые времена. Я не знаю, насколько статистика правдива, но я читала, что в период с 1937 по 1952, пока вот Сталина не стало, было депортировано в Среднюю Азию 5 миллионов человек. Это было очень много национальностей. А сколько было тогда лет вашему отцу? Папе 5 лет было. 5. И вот академику Надирову, Надир Каримовичу, тоже было 5 лет. И вот их взаимное уважение, оно уходило глубоко в детство. В те времена, когда они пережили вот эти тяжелые дни. И уже будучи в Казахстане, вот это становление, военные годы, папа рассказывал, как они на полях собирали картошку, как, когда комбайн проходил, за ним собирали вот кукурузу. А Абдулла Очалан – это известный политик, который в конце 70-х годов вышел на политическую арену и который дал какой-то свет надежды курдам на создание своей независимости, на право владеть своим языком, говорить им. Кстати говоря, до сих пор, до наших дней, курдский язык не является легитимным языком ни в одной стране из 4 стран. Ни в Турции, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Иране. Получается, со стороны матери дедушка имел отношение к просвещению. Да, да, самое прямое, самое непосредственное, самое, можно сказать, исконное для тех курдов, которые были депортированы. Дедушку звали Сулейманов Карим Алиевич. Дедушка родился в 1915 году, учился в Ереване в педагогическом техникуме, в Курдском педагогическом техникуме. Вот это был первый и единственный техникум, потом он был расформирован, но дедушка учился с очень известными авторитетными востоковедами, которые в будущем стали востоковедами. Вот. И во время депортации у него была привилегия, так как он учился хорошо, во время депортации ему было, там еще было несколько человек, которым сказали, что вы можете не уезжать, остаться как политические работники, политработники. Какая-то привилегия у них была. Это все я узнала буквально года 2-3 назад. И дедушка говорит: нет, я поеду со своим народом, я буду с ними вместе. И вот в этот момент мама рассказывала, такая история была,
что когда все с пешки собирались, у дедушки в сумке, в котомке, вот этом мешке лежали книги, все, что он успел взять. Он на тот момент владел русским языком, армянским, азербайджанским. Это было нормально для людей, которые жили в этом ареале проживания. Они знали азербайджанский, турецкий, армянский, но близко всему дедушка владел и русским. И среди книг он еще положил утюг. Да, потому что... На тот момент утюги были какие? Да. Очень тяжелые же, Очень громоздкие. тяжелые, да. Чугунные, да? Чугунные. Оказывается, дедушка, когда учился в Ереване, а они ходили, он же как бы студент был, в костюме ходил, в рубашке ходил. И какой-то дедушка, армянин, продавал этот утюг. И дедушка купил у него и выкупал долго, полгода где-то. Вот у него были какие-то деньги, что-то. И он выкупал этот утюг, понимая, что это нужная вещь. И вот когда их депортировали, среди всего-всего у него было самое первое. Это книги и вот утюг. То есть он выглаживал все свои вещи. Да, да. Это вот даже фотографию, которую я потом намного позже нашла на Фейсбуке. Фотография 1930 года. Там вот видно, он в костюме, в рубашке. Вот эти студенты, которые рядом. Ну, видимо, наверное, человек понимал необходимость такой вещи, чтобы соответствовать. Это было удивительно в то время, потому что так мало кто ходил. Ну, это, наверное, больше не требование общества, а, скорее всего, черта характера. Черта характера. Опять же, наверное, это какая-то некая пунктуальность, да, которая, вот я сейчас говорю, что это от немцев, отнюдь. Это вот от деда. Так получается, у вашего дедушки Карима был единственный ребенок, это ваша мама, да? Вот получается, что все вот эти качества, они вот, видимо, передались от дедушки. Угу. Дедушка... И вот порядок и аккуратность в вещах, оно передалось и на собственную профессию, да? Да. И как же это проявлялось в отношении воспитания матери? Когда они были депортированы в 1937 году, дедушке было 25 лет. На тот момент он еще не был женатый, но опять же, когда все были заняты вот каким-то обустройством, да, на чужой земле, вот в степи, у дедушки зародилась мысль открыть школу. И он написал письмо в секретариат, местный секретариат. Местный секретариат ему говорит, что вам надо поехать в Алмату. На тот момент это же был крупный центр, надо было в Алмату поехать. Но это 1937-40-е вот эти годы, машин не было, да, как поедет человек? Ну, каким-то образом дедушка приезжает туда, приходит в этот административный центр, пишет письмо, ждет 20 дней разрешения, чтобы его письмо передали в определенные органы. Он не уехал, пока ему не сказали, что письмо передали, а письмо он написал на имя Сталина. Довольно в те времена очень смелый поступок. Рискованный. Да, рискованный. Потому что перед этим событием с курдской общины 40 мужчин увезли в неизвестном направлении. Это были главы семей, это были взрослые мужчины, сыновья, да, старейшины. Их увезли, и никто не знает до сих пор, где они, что с ними стало. И дедушка пишет письмо, но опять же сейчас, когда какого содержания? Письмо о том, чтобы позволили первое найти место для поселения самим, чтобы можно было сеять, и разрешение открыть школу. То есть, получается, ваш дедушка Карим, он хотел, чтобы все курды были в одном месте, да? Да, да. Априори они были депортированы как бы в общине в одной. Угу. Вся община, которая состоит из маленьких племен, да, родов, они все были вот в этом поселении, которое сейчас называется Кашкаблак. Это уже потом люди стали после 1953 года уезжать. То есть это место поселения, это было указание сверху или
Как? Почему выбрана Но, эта земля? видимо, пришло разрешение, в результате которого дедушка, потом еще несколько человек, среди них были и казахи тоже, которые пошли искать вот место. И уже опять же много позже, намного, где-то может спустя 50 лет, маму нашел один старик казах. И он маме рассказывал историю. Он говорит, я очень долго искал детей Карима Алиевича. Почему? Потому что я хотела узнать, что стало с ним и что стало с его родом, с его семьей. И, в общем, каким-то образом этот дедушка нашел маму. И он, когда маме рассказывал, он говорит, мы удивлялись, вот этот молодой человек еще только начинает жить. Мы, когда, говорит, на конях были, вот, он останавливался, брал землю, нюхал. Рядом тоже вот эти мужчины тоже. Откуда у него была такая способность? И он с благодарностью с такой рассказывал про деда. То есть получается, что он смотрел на качество земли, да, чтобы Да. она была плодородной. Обязательно, это было важно. И действительно, Каскабулак сейчас это очень такая просторная, плодородная земля. Поля есть, пшеницу сеет. И потом уже когда государство дало разрешение, районные центры помогли. Они предоставили строительный материал для школы. Это был такой небольшой дом, он и до сих пор есть, он как жилой дом. Но тогда это была вот такая маленькая школа. Ну, почему я спросила? Потому что среди моих знакомых, да, и я узнала о курдах только от вас, потому что вы первая и единственная у меня из знакомых курдянка. Вот. На севере, в других регионах тоже я не думаю, что знают о курдах, и поэтому я спросила, что как бы общины их поселили на одну какую-то общую территорию, да? Это... Да. Когда была депортация, это, конечно, трагические дни. В результате переселения не знали, куда их везут. Это была осень, когда их депортировали. Люди уже были готовы к зиме, пшеница была, мука была, мясо наготовленное. Все это осталось. И трагический момент это в том, что когда их везли в поезде, это был товарный поезд, в котором возили скот. Там были щели, условий никаких не было. Умирали люди в поезде, им не давали их хоронить. И вот я хотела спросить такой момент, как он проявил свои качества, полученные своим образованием. Но одно из то, что он рискнул написать письмо, об этом тоже написал в своей книге академик Надиров, что очень удивительно было, то, что он открыл школу, 4 года в ней преподавал, был директором первым. И что интересно, потом академик сам вспоминает, что почему-то, откуда-то, каким-то образом, и вот этим учителям и дедушки, которые первые были, они говорили, вели предмет на казахском языке, вели школьный вообще вот дисциплину на казахском языке. Получается, что он заложил фундамент, да, Да. для его... Да, совершенно верно. Сейчас в Каскабулаке построена очень хорошая большая школа со всей коммуникацией. Там есть стадион и летний, и зимний. Все имело какую-то основу, фундамент какой-то имел. А ваша мама, как ее звали? Маму звали Санам Каримовна. Она пошла по стопам отца? Да? Обязательно, потому что вот это чувство ответственности за имя своего отца мама имела всегда. И каждый свой шаг, будучи уже взрослым человеком, девушкой, женщиной в будущем, она всегда относила к имени своего отца. Она гордо несла имя отца, и когда ей исполнилось 18 лет, она поехала учиться. Это была первая девушка-курдянка, которая поехала учиться, причем, как бы сказать, она убежала учиться. Момент был такой, что
Ну, как бы Ну, ваша ей- мама была красавица, да, вот Да. у нее такой типаж, ей можно было смело сниматься в фильмах, да, очень кинематографический, и тем не менее она не вышла замуж, а поехала учиться. Да. М. Поехала учиться в Алматы. Ну, она закончила, надо начать с того, что закончила казахскую школу. Когда говорят, что в советское время не было казахских школ, ну как не было? Моя мама в Шымкентской области закончила школу, это были 1961 до 1968 года. Мама училась в казахской школе, закончила с красным дипломом школу, поехала в Алмату поступать. И вот она говорит, когда я в приемный пришла сдавать в приемной комиссии документы, у меня документы не принимают. Почему? Говорят, а вы школу закончили на казахском. Ну, как бы у нас нету потока для казахскоязычного. И мама с таким возмущением, как это так? Я хочу учиться, я живу на казахской земле, а меня не хотят принимать. А на какую специальность? Вообще мама мечтала стать преподавателем, так же, как и дедушка. Но пока ей не разрешали, пока она написала заявление на имя Кунаева. На имя Да, самого Кунаева. на имя Динмухамеда Кунаева. Почему? Потому что он только пришел, и он, как мама говорит, что там в год раз была возможность пойти к нему навстречу студентам, да. Каким-то образом кто-то ей помог, она составила это письмо. Опять же, да, письмо составить, как вот Да, дедушка. некий повтор, да, Некий дедушка повтор, написал да. Сталину, и ваша мама Да. написала. Она написала письмо, потому что там оставалось буквально 2 недели, чтобы поступить, уже конец августа. И она говорит, я не могу вернуться в деревню, потому что я убежала, это позор будет, если я приеду без ничего. И ей приходит разрешение, она идет на встречу с Динмухамедом Кунаевым. И она ему, Потрясающе. да, молодая девушка, она на чистом казахском языке с ним разговаривает. И она ему этот довод приносит. Как это так? Я живу на казахской земле, а мне нельзя учиться. И мама говорит, он поставил печать. Ей было неудобно этот случай рассказывать. Почему? Она Другие бы хвастались таким Она случаем? не хвасталась. Она говорит, это настолько неправдоподобно для других людей, что мне даже неудобно это рассказывать. Это уже было вот буквально перед тем, Все-таки получается у нее выдержка, как и у отца, Да. да? Не Она это в кидаться себе браваду. держала. Когда она однажды, вот будучи уже буквально, вот может быть, за 5-7 лет до ее ухода, она рассказала, я была покорена, я была потрясена. Я говорю, мама, почему ты нам раньше этого не сказала? Может быть, это бы для нас тоже был бы каким-то стимулом, для какого-то действия тоже. Это же как, понимаешь, мама, это же такая печать была бы. И он ей дает разрешение в любой вуз города Алматы. Это шикарно. И ну, тогда уже так как конец месяца было, она только в СХИ поступила, сельскохозяйственный институт города Алматы. И она его закончила также с отличием, причем она училась там на русском языке. Так она там осталась? Она после осталась. окончания? После окончания нет, она поступила в институт, она его закончила. У нее была очень хорошая подруга. Родители этой девочки, когда узнали маму, когда познакомились, пригласили мою маму к себе в дом, и 4 года мама жила в этой семье. Как родная дочь. Как родная дочь. Потому что мама же росла в казахскоязычной среде. И она говорит, я такое бешбармачное тесто делала, такие баурсаки делала, что когда она звала гостей, всегда я это делала. И не предлагали остаться? Предложили, конечно. Когда мама закончила учебу, она маме сказала, вот оставайся, будешь работать, квартиру возьмешь. Мама сказала, нет, я не могу. Почему? Потому что нужно приехать в деревню и показать диплом. Это для кого? Ну, можно было приехать, показать и уехать, потому что все рвались и рвутся на сегодняшний день в столицу. Ну, у девушки молодой были какие-то свои мысли.
Она говорит, я должна с гордостью приехать, показать, что я единственная дочь Карима Алиевича. И я Значит, достойна. она хотела поднимать именно Да. своей местности, продолжать дело отца. Конечно. И потом, даже когда она уже вышла замуж, в период с 71 по 75 год, она преподавала казахский язык. То есть пока Не курдский, а казахский. не курский, не по специальности диплома, а вот именно пошла в среднюю школу поселка Акбастау, это Инбекши, казахский район. 3 года она преподавала казахский язык. Да, потому что она в совершенстве им владела, и она, и папа, они владели в совершенстве. Там были такие обороты в речи, которые вот дается только человеку, который рожден в этом языке, да. То есть и казахский, и курдский, любой язык имеет свои вот такие нюансы. Они этим в совершенстве владели. Эти пословицы, эти поговорки, эти песни, эти сказания. И сейчас, когда я открываю записи папы, я вижу эти рукописи. Там есть и на казахском языке, и на азербайджанском. На курдском языке это было на кириллице, смешанной с латиницей. Поэтому я думаю, что в любом случае это предопределяет путь ребенка. А когда вы решили продолжить дело своего деда и матери? Давайте отдохнем. Дорога к преподаванию для меня, она не такая, как в обычном смысле слова, да. Поступила в университет, закончила, получила диплом, пошла работать. Это был долгий, тернистый путь, долгая дорога в дюнах, да. Потому что рано было, меня рано замуж выдали, все же так сложилось. Это были 90-е годы. То есть это не было любовь с первого взгляда? Нет, конечно. Это было по, наверное, по традициям. Опять же. Если по традиции, значит ваш супруг был старше вас? Да, был старший, и мы друг друга не знали. Даже Это было решение взрослых. И вы покорно согласились? Да. Несмотря на то, что ваш дед и мама довольно совершали революционные поступки? Да. Причем, я же говорю, я росла среди общества, в котором свобода, вот это да, вот самовыражение. Немножко я хотела уяснить для себя, вроде бы в поступках, в решениях была свобода, но тем не менее вы не стали ослушивать. Да. Понимаете, воспитание культуры, оно в наших венах, в нашей крови. Вот где бы мы ни находились, мы всегда голос этот слышим, голос предков, голос какой-то этики именно национальной. Мы все равно это знаем, где бы мы ни находились. Это и в казахской культуре, и в курдской. Вот даже казах, который воспитывает своих детей в России или в Европе, этот ребенок априори внутри себя несет свою национальность, свою культуру, свои обычаи, обряды. А как же вы, ваши чувства? Тем более вы воспитывались на классике, когда героини совершали безумные поступки ради любви, ради любимого. Потому что слово родители это было превыше. Это было превыше всего. Это закон. Опять же, если бы я немного бы проявила некую непокорность, то папа бы меня понял. Но я смиренно пошла на это. Потому что были обстоятельства, которые привели к этому. То есть это была инициатива, получается, матери, нежели отца? Ну, где-то в какой-то степени, да. В какой-то степени. А чем же обосновывала ваша мама таким предложением? Я думаю, что
развал страны для вообще людей того поколения, он оказался очень болезненным, помните? Потому что, во-первых, развал страны, во-вторых, вот эти активы, которые у них хранились в банках. Я помню хорошо, что мои родители очень крупную сумму потеряли тогда. И как раз вот эта сумма, она откладывалась на мое образование. И когда уже с Каратау надо было уехать, чтобы поступить учиться, и мама, пройдя через вот этот путь, когда она поехала учиться в Алмату, тогда это была Алмата, у нее не было денег, и она сдавала кровь, она была донором, чтобы купить себе пирожок и там какой-то компот. Она на это жила, пока не стала получать первую стипендию. То есть она, видимо, хотела защитить меня, и они решили вот это выходом. Все-таки получается разруха, да? Да. Перестроечный период сыграл свою роль, да? Сыграл. Опять же, да, опять же сейчас, когда я это говорю об этом, я это анализирую. Но до этого момента, до сегодняшнего дня, пока я не пришла к вам, я так не думала. У меня была какая-то некая, можно сказать, обида, что ли, за то, что родители видели потенциал своего ребенка, они понимали, что она хочет учиться, а избрали другой путь. И вот сейчас я этот инсайт поймала, узнала, почему это случилось. А все было дело в этом. Сгорели деньги, развал страны, непонятно, что завтра будет. И вот эти 20 лет в замужестве, опять же, я всегда находила что-то читать. Мне хотелось читать. У меня не было возможности покупать книги, потому что сама все обустраивала, быт, смотрела за детьми. Для меня мои дети были, это вот моя мотивация, не сдаваться. У вас двое замечательных сыновей, да? Да, у меня 2 сына, и они были для меня вот этим лучом, который вели. Нельзя было сдаваться, нельзя было обвинять кого-то, нельзя было шаг назад ступать, нужно было растить детей. То есть, получается, на ваших плечах был быт, семья и довольно-таки немаленькая. Ну, как принято во многих восточных семьях, даже если большая разница в возрасте у супругов, даже если нет каких-то чувств, как любовь, это больше, наверное, относят к разряду какого-то жанра, да, вот кинематографического больше, наверное, что в фильмах, в книгах про любовь, что в жизни живут люди в основном из-за уважения. Какие у вас сложились с супругом отношения за все ваше время? Ну, это, скорее всего, было с моей стороны больше усилий, потому что я же восточная женщина. Для меня важно было вот этот, как сказать, сохранение традиций, сохранение своего имени, нести вот это имя с достоинством, потому что у меня такие родители. Решение... То есть вы терпели? Да, решение уйти, оно было, можно сказать, уже даже в первые месяца 2, что так жить нельзя, что это неправильно. Что послужило толчком? К разводу? Да. На тот момент я уже жила 18 лет. Немалый срок. Да. Люди после такого долгого совместного бытия в основном держатся, потому что уже знают их характер и какие-то это, и они уже вместе доживают. Что же случилось такого, что вы пришли к такому решению довольно-таки смелому? Потому что я поняла, что ничего не изменится, что счастья не будет. У вас ресурсы закончились? Нет, как раз-то это все, вот эти понимания пришли. Я могу сказать, что сдвиг
вот этот тектонический сдвиг в сознании моем произошел, когда у меня умер папа. То есть вы на какой-то момент осознали, что вся эта работа, проделанная для удержания, да, так сказать, семьи, Авторитета какого-то, да, имени какого-то. получается, что некий сизифов труд, да, который Да. ничем не восполняется. Да. Папе было 83 года, когда его не стало. И когда он уходил, он очень жаждал жизни. Это человек, который прошел через многое, но он очень любил жизнь. Он был счастливый человек от того, что он живет, просто живет. Он пел, он писал, он говорил то, что он думал, и от этого он был счастливым человеком. Он путешествовал. Получается, его уход на вас как бы очень сильно психологическое воздействие, да? Просто я, когда утром после похорон проснулась, я поняла, что жизнь продолжается, что птички поют, люди ходят. Ничего не изменилось, а человек ушел. Вот его САЗ, вот его книги, вот его записи, а человек ушел безвозвратно. И в этот момент я поняла, что мне тоже одна жизнь дана. Получается, в момент его ухода вы решили восполнить его в этом мире пребывание, соприкасаясь к источникам его творения, да, к его записи. Скорее всего, на тот момент такого понимания не было. Было понимание, что так жить нельзя. Вот это было. Но как это изменить? И что вы? Что сделать для того, чтобы изменить это? Это было очень непонятно. То есть ты стоишь на краю пропасти. Ты понимаешь, что вот она пропасть, туда нельзя. Ты оборачиваешься назад, ты понимаешь, там тоже нет выхода. А что делать? Как? И в какую же вы дверь зашли? Вот эта ломка моя происходила 2 года. С ухода папы 2 года у меня была внутренняя борьба. Внутренняя. На тот момент мы уже жили в Астане. Мой сын старший поступил в университет. Ничего в семье не меняется. Никакого уважения, никакого понимания. И я решила почему-то пойти на творческий вечер. В Астане в творческий вечер. Это был какой год? Это был 2013 год. Получается, те революционные смелые шаги, что совершил ваш дед Карим, что совершила ваша мама, вы таким образом проявили его, приняв решение коренным образом изменить свою жизнь. Годом раньше в Алмату приехал российский писатель Олег Павлов на семинар. А я написала письмо, уже папы нету, я написала письмо, свои переживания выложила на этом письме. И оно у меня было, это письмо, как художественный текст. И я отправила это письмо на mail этого писателя. Я хотела попасть на этот семинар в Алматы. И мне пришел положительный ответ. То есть меня пригласили на этот семинар. Я еще вся такая испуганная, вся такая несмелая, потерянная. Я не знаю, что, зачем мне это, что я вообще делаю. Но я отправила туда этот текст, потому что там были все мои переживания. Письмо отцу, которого уже нету. И меня пригласили. Я поехала на 3 дня в Алматы. Я там познакомилась с Даниэлом Саари. Это тоже курд, он писатель, переводчик. Дай Бог ему здоровья, он до сих пор преподает, работает, живет в Алматы. И мы там познакомились. Мне было очень удивительно, как это курд, писатель, поэт. И вот эти вот такие маленькие моменты, они стали как будто для меня глотком свежего воздуха. А когда
Олег Павлов вообще мое письмо прочитал, и он сказал: вы знаете, я такой циник, меня вообще нельзя удивить ничем, никакими текстами. Говорит, я когда читал тексты, мне достаточно было одного предложения, и я понимал, все, я это не буду читать. Но когда я прочитал первое предложение Гульнары, я весь такой вот, у него еще коньяк стоял перед, вот с этим коньяком, я весь такой, меня ничем не пробьешь, да. Но, говорит, я когда начал читать письмо Гульнары к отцу, которого уже нет, я плакал, у меня вот ком в горле. Да? Говорит, для меня это было как живительная влага, которую я давно хотел, а ее не было. Я не знала, откуда вытащить свои слезы. Но, растрогали вы его. Да, я растрогала его, и он поэтому пригласил меня. Он сказал, сам по себе текст, он никуда не годится. Ну, это первые шаги. Да, но содержание текста, оно меня взволновало, оно взбудоражило во мне все. Ну, форма – дело наживное. Главное, да. Что? И для меня, для восточной женщины, в те годы, это сейчас девушки-мобилографы, СММщики, курдянки такие молодцы, развиваются, двигаются. А в то время это еще... И в таком возрасте, за плечами такой имеют. Да, там такой пласт, да, жизненный. И все равно ты чего-то боишься, в каких-то страхах находишься, что-то тебе мешает. И я приехала домой в Астану, я понимала четко, ясно, что для меня писательство, чтение – это мое. Через это я найду выход. Через это только моя дорога. И вот тогда я поняла, что я буду писать, я буду заниматься родным языком. Оттуда во все и пошло. Это некий источник был, в котором вы находили вдохновение, силы и энергию, да? Да. Вот так я поступила в Олша, в городе Астана, в которой преподаватели были преподаватели кафедры филиала МГУ здесь, в Астане. Это были очень такие интересные преподаватели. Это было у нас преподавание филологии, древней культуры, как египетской, как славянской. Сколько проходило обучение? 9 месяцев. 9 месяцев, да? Это было по воскресеньям. И для меня это было какая-то отдушина. То есть вы пошли учиться, чтобы содержание преобразовать в красивую форму, да? Да, да. Мы учились писать тексты литературно, складывать грамотно свою мысль именно в тексте. И я поехала домой проведать маму. Год уже как папы не было. И когда я открыла его записи, я поняла, что я там ничего не могу прочитать. Я ничего не понимаю. Почему? Все его записи были на азербайджанском, потом кириллица, смешанная с латиницей. И я понимаю, что вот этот архив, который сохранился, я его не могу читать. Я не понимаю. Если я сейчас это не разберу, кто разберет? То есть вы хотели соприкоснуться, да, вот таким образом, через его записи, к нему ближе, но вы не могли иметь доступ, так как не могли прочитать, правильно? Я не могла прочитать на родном языке. Это вообще было непонятно, на каком языке. Причем на курдском языке я хорошо говорю, с самого детства говорила. Потом дома папа всегда выписывал с Еревана, так как Ереван был курдским культурным центром, где издавалась газета «Риятаза», где печатались, публиковались книги, радио Еревана было. Папа все выписывал, мы дома читали, писали, но это все было на кириллице. Опять же, это было не как под каким-то давлением, а вот лежит книга Араб Шамилов, Канат Курдоев, Джасми Джалил. Это вот были известные востоковеды советского периода. Это
курдологи были. И как бы я и читать могла, и писать могла, но только на кириллице. Когда я открыла записи папы, я удивилась, потому что папа всего лишь 3 класса закончил. Откуда у него было вот это знание, вот эти рукописи свои вести, я не понимаю, до сих пор не понимаю. То есть это послужило вам толчком для того, чтобы изучать свой родной Да, язык? вот это, наверное, главное, что вообще в моей жизни произошло, что я поняла, я должна изучить родной язык, письменность родного языка. То, что я знала до этого дня, это абсолютно ни о чем не говорит. Есть разговорный, а есть литературный. Я в школе, значит, изучала немецкий язык, я читать, писать на нем умею. Я читать, писать умею на казахском языке, на русском языке, но я не знаю своего родного языка. И вот эти ребята, которые учились со мной в Олше, и преподаватели, которые приходили, Канат Омар, Ануар Омар, поэт, очень хорошо вы его знаете, ныне покойный. Ануар Дюсембинов. Ануар Дюсембинов. Ярославцев. Да, вот эти вот ребята, которые приходили, и они составляли вот этот костяк творческий, они проводили творческие вечера, на которые я приходила, и мне необходимость была слушать их. Я получала с этого, опять же, какой-то, не знаю, какие-то, как будто это была моя стихия. Я курдская девушка, вообще, ну откуда это, да? У меня было желание прийти на этот творческий вечер, послушать стихотворение. Таким образом вы окунались в иной мир, да? Да. Совершенно несвойственный для бытовухи, да, той, которая была. То есть, получается, через творчество вы таким образом пришли к просвещению, к тому, что некий новый рубеж в вашей жизни настал, да, который подтолкнул именно... Да, но, видимо, это был путь, на который я должна была вступить после школы. Но прошло 20 лет, и только вследствие каких-то жизненных своих изменений, более осознав, я пришла к этому. Но было очень непросто. Ну, мы с вами познакомились через творческие вечера 2013 года, который организовал Ельден, это фонд Перо, на котором на этих вечерах, проведенные каждый раз в месяц, молодые талантливые ребята читали свои работы. Вот. Да, но опять же, когда я приходила туда, я же была единственная курдянка вообще в этом обществе, и многим было интересно. Однажды ко мне подошел мужчина, казах, и на меня так посмотрел, говорит: извините, я задам вопрос. Вы курдянка? Я говорю: да. Он говорит: я почему-то сразу так понял. Говорит: я родился здесь на севере, как и вы говорите, никогда курдов не видел. Но я работаю оператором на одном из городских здесь в Астане каналов, и нас отправили в Турцию снимать какой-то репортаж. И говорит, в один из выходных дней мне кто-то там сказал: а ты не хочешь увидеть Курдистан? И говорит, я очень был удивлен, потому что, во-первых, я не знал, что такое Курдистан. И мне сказали: поехали. Он рассказывал вот это его вот ощущение, долго ехали. Мы приехали, говорит, был шлагбаум. С этой территории равнин и гор мы переехали, через шлагбаум перешли на другую сторону. И мне сказали: это Курдистан. Понимаете, каждый человек, начиная с вот этих творческих вечеров, с этого Олега Павлова, они во мне неосознанно, не понимая, пробуждали мою национальную идентичность. Это стало пробуждаться путем знакомства с людьми, которые не были со мной одной национальности. То есть некое самоопределение, да? Ну, это самоопределение давали люди другой национальности. И он рассказывал, говорит, мы приехали в какое-то место, как будто мы попали в 2000 лет назад.
вот эти улочки, вот эти красные дома, вот эти покрытия крыш. Все как будто в древней цивилизации. Но в то же время, говорит, современная жизнь там тоже существовала. Вот эти тарелки спутниковые, вот эти джипы. В 2010 году еще телефонов не было, вот эти кирпичики, телефоны. Но, говорит, мужчины все в национальной одежде гордые. Женщины там где-то, их не видно. И маленькие дети, куча счастливых маленьких детей, кудрявых девочек, мальчиков. Они такие счастливые. Так чему он удивился? Он говорит, я не знал, что в Казахстане есть такая нация. И когда мне потом рассказали историю курдской земли, курдского народа, говорит, я просто был поражен этому. Говорят, этой страны нету, но она есть. Он мне сказал вот эти слова: Гульнара, Курдистан есть. И в моей душе раскрывались вот эти цветы, которые как зов Родины, зов предков. Я до этого, я знала, я курдианка, вот мои родители, вот мои предки, вот мой род, все это я знала. Но вот это прекрасное прикосновение к своей земле, к своей идентичности, я не понимала. Вот мои друзья казахи говорят, что Курдистан есть, не бойся, иди, сделай что-нибудь. А что я могу сделать? Передо мной стояло две дилеммы. Либо я иду в это творчество, я буду писать, Который не кормит. которое меня не будет кормить, и в то же время через это творчество я же хочу пойти к своему языку, я же хочу изучать свой язык. А как я его буду изучать? У меня на руках не было ни книг, ни тетрадей, никакой вообще, ничего для русскоязычных курдов на руках, ничего не было тогда. Это сейчас можно зайти в интернет, набрать, и чат GPT тебе перевод выдаст. А как вышли с этой ситуации? Я тогда только Facebook появилась, вот эта соцсеть Facebook, и я стала листать, и у меня в ленте выходили именно курдские тексты, курдские писатели, курдские поэты. Я открываю, и я как ежик в тумане, я не понимаю, что там написано. Это такое ощущение беспомощное. Ты видишь текст на своем родном языке, и ты его не можешь прочитать. И я стала писать этим людям. Заходила в мессенджер, находила этих людей и им писала. Не знаю, каким-то образом, что-то такое. И, конечно, курды, которые живут в Европе, я им не могла писать, потому что они не знали русского. И я обращалась к нашим... Вот у нас есть писатель Тусан Рашид. Он известный поэт, писатель, состоит в Союзе писателей в Эрбиле. У нас был Керами Анкоси, исследователь, курдолог, очень сильный. Тусан Рашид отправил мне роман на mail. Роман о депортации именно курдов, как раз вот этого периода, на курдском языке. И мне сказал, ты должна прочитать. И не просто, ты должна потом сделать анализ. Но, тем не менее, из-за настойчивости, упертости, наверное, и где-то смелости, вам не помешало закончить в Европе, насколько я знаю. Обучение в Европе это было намного позже, это уже во время карантина. Мама вам оказывала поддержку? Конечно, мама дала свои записи, они до сих пор есть. Мама пошла учиться на курдскую латиницу, когда ей было 55 лет. И в 94-м, 95-м она в Каратау преподавала курдский язык. И об этом помнят ее благодарные ученики. Кстати, тем, которым детям она преподавала казахский язык, позже мне говорили, ваша мама нам преподавала, и которым она преподавала курдский, сейчас мне пишут.
в соцсетях находят и говорят. То есть получается, что ваш такой путь к изучению родного языка и сподвинул к тому, чтобы написать, составить букварь Да. и словарь. Наверное, Да. скорее всего, словарь. Но это было во время карантина. Я, когда приходила на работу с тетрадями, потом опять возвращалась, у меня компьютера не было, все это нужно было куда-то записывать. Когда настал карантин, я этому обстоятельству очень рада была. Я говорила: о, Всевышний, благодарю, что настал этот карантин. Я не думала о том, что это же тяжело, на что я буду жить, как я буду квартиру оплачивать, как я буду еду покупать. Я в первую очередь подумала о том, что у меня будет свободное время, где я смогу писать. А зачем нужно было составлять словарь, если, как ранее упоминал, что уже были некие источники? Чем они не угодили? Ну, во-первых, это же уже книги, которые были написаны 60 лет назад. Я в 19 году 1 год преподавала курдский язык в Алматы. И мне не хватало материала. Мне именно хотелось, чтобы это было для русскоязычных детей. И вот тогда у меня зародилась мысль, идея о создании нового словаря. Еще букварь у меня не было в голове. Вот была идея, намерение написать словарь. Во время карантина на 4 месяца я стала слушателем отделения филологии и востоковедения университета Сорбонны по курдскому языку. То есть вот этот университет решил онлайн открыть курс, который проходил 4 месяца. Преподавателями там был Майкл Чайд. Это известный филолог, владеющий 40 языками, американец, который преподавал на курдском, на этом курсе. Нас там на курсе было 360 человек. Преподаватель вел предмет на курдском языке. Я этого литературного не зная, все записывала. Потом там был немец, преподавал на курдском. Очень много было таких очень крутых преподавателей, которые действительно академические знания давали. Был только один минус для меня. Нужно было заплатить 400 евро за сертификат. Я, к сожалению, это не смогла сделать. Но опять же, это мне помогло потом. Вот это то, что я там училась, помогло в Курдском институте Брюсселя получить диплом. Замечательно. Вот это все было связано. Это нужные шаги были. И я решила сделать словарь, мобильный словарь. Не такой, как мы привыкли. Вот такие книжечки, мелкий шрифт, толстые коротенькие книги. Я думаю, нет, я сделаю такой словарь, чтобы и маленький ребенок открыл, ему было интересно, и студент, и взрослое поколение. Это должна быть очень хорошего качества бумага. Чтобы А процесс создания словаря? Процесс создания я вам рассказывала. Он был очень непростой. Это был 20-й год, декабрь. Я поехала в Россию. Книга Каната Курдоева, вот этот словарь, он состоит из 900 страниц. И я каждую страницу знаю. В одной только букве А 40 страниц. 40 страниц. Но я это сделала настолько мобильно, я не стала растягивать. Почему? Потому что мне хочется, чтобы эта книга стала доступна для любого возраста, чтобы она была интересна. Так получается, словарь готов? Словарь готов. Я 4 года, потом я вернулась в Казахстан в марте. У меня заболела тяжело мама. Мамы не стало. Я как монах в келье была. Я отрезала себя от мира, чтобы эту работу сделать. Приносила дыхание жизни и необходимость, что это надо сделать. Получается, для того, чтобы, так сказать, идти по своему предназначению, зову души,
вам необходимо было и работать парикмахером, чтобы как-то зарабатывать, да, деньги на жизнь. Но основное было направление – это работа над словарем, и потом уже позже появляется букварь. В процессе, когда мы что-то делаем, мы думаем, что мы настолько спонтанны, что мы знаем, ну, как бы это какое-то действие, мы просто делаем. На самом деле это уже предопределено. И поэтому вся эта цепочка, она взаимосвязана была. И когда я уже закончила работу над словарем, ну, моя следующая мысль – публикация букваря. Ну, наверное, я после словаря. И вы мне сказали, а зачем ждать? Делайте сейчас. И это я сделала за месяц. Причем у меня уже мысль была, что это будет на 4 языках. На курдском, на русском, на казахском, на английском. Казахский у меня был на латинице. Я помню, как вы очень долго искали художника, потому что вы хотели свой неординарный какой-то подход к нему, свои какие-то именно индивидуальные рисунки, которые именно у вас находились в голове, и нужен был человек, который все это воплотит в жизнь. Довольно-то это сложная задача была, когда особенно при минимальных ресурсах. Вот, и я знаю, что вы очень долго собирали нужную сумму. Вот, но благодаря, наверное, каким-то персонам вы собрали, да? Да. Можно мы здесь отдохнем? Алексей Чесноков, художник, рисует на Фейсбуке. Ну, он с творческих вечеров. Да, да. Талантливые ребята там. Все, что я делала в своем букваре, оно не похоже на стандарты. Почему? Кстати, вот он, да? Да, вот я хочу показать. Потому что я полностью хотела, чтобы это было нечто новое. То, что вообще не было. Как я знаю, над созданием каждого рисунка, сколько рисунков вы ему сказали? 180 рисунков. Я ему говорю, что Алексей, у меня есть там такие названия, как радость, как четверг, как хорошо, как добрый вечер. И вы должны сделать картинки. Потом я сказала, я представитель 2 культур. Моя историческая родина Курдистан, моя родина, на которой я родилась, это Казахстан. Поэтому цветовая гамма здесь должна содержать 2 культуры. Он сказал, я вас понял. Творческий. Да. И также было с издательством. Потом они сказали, что мы никогда не печатали, понимаете, вот этот шрифт курдского языка, латиницу. Для нас это сложно будет. Самого лучшего качества бумагу, они тогда ее заказали в Россию. Потому что проблема многих печатных изданий, при листании листы обрываются на клею. Ну, это когда дешево. А тут я смотрю, прям прочно все. Прочная, да, прочная, очень качественная. Шрифт хороший, да, то есть сколько бы лет эта книга не лежала, это не испортится. Опять же, понимаете, это с детства. Я помню, когда книги приходили из Еревана, там была очень тонкая бумага, такая, знаете, тусклая. И буквы были очень мелкие. А я ребенком помню, что мне это ощущения были не очень комфортные. И я понимала, что на это нужно огромный ресурс. А кто же помог финансово? Но помогли, были люди, которые отозвались. Это Ади Ибрагимов, это Абдухалык Исаев, это Магар Автандилов, это Зауре Хусаинова, моя вот знакомая, которая через интернет. Эти люди, которые отправили большие суммы, вот до 100 тысяч, вот. Но этих денег снова мне не хватало, потому что нужно было делать лицензию, патент делать, зарегистрировать книгу. По авторским правам. По авторским правам, юридические моменты нужно было делать. Но в юридическом вы мне помогли. Талиген Балгабай. То есть я все делала по закону, написала письмо в Министерство просвещения о том, что я хотела бы
преподавать родной язык, что я преподаю. И мне дали разрешение. Мне сказали, на правах вашей диаспоры, в рамках административных центров вы имеете право изучать и преподавать родной язык. Ну, я, насколько знаю, и существует ассоциация, да, Да. народов. Неужели ваша ассоциация, как она называется, Барбанк, Да, да, ассоциация не оказала Барбанк. поддержку? Мало кто верил. Анар Балаев – это сын известного писателя курдского Баре Бала, который меня не знал. Сказал, я вам помогу. Он написал 3 большие статьи на Facebook, кинул клич, и тогда пришли доктор Мирзаев Асан Аминович. Какой труд заложен. Да, Акиль Набиев, это депутат Мажилиса. Люди меня не знали, и вот пошли навстречу, вот этот поток добра. Я благодарю всех людей, которые были со мной, которые помогали, которые были рядом. Когда книгу увидели в Твиттер, и когда в 2023 году была вот эта конференция по поводу Лозаннского договора, по которому Курдистан был поделен на 4 части, меня пригласили как хранителя. В пригласительном письме, которое мне пришло, было написано: мы приглашаем вас как хранителя родного языка за пределами исторической родины. Это очень почетно. Это почетно, и это же неожиданно просто, потому что общество, в котором я живу, скептически прохладно относится к тому, что я делаю. Есть часть людей, которые рядом, которые поддерживают, которые понимают, что я делаю. Но в целом вот этот баланс холода, я знаю его. Ну, поскольку люди, они не понимают, и когда человек зацеплен за материальные ценности, он не понимает значения вашей работы, как можно что-то делать наверное, на энтузиазме галимом, да, вот, и просто за то, что есть призвание, потому что есть твой путь, твоя дорога, и в нынешнее время довольно для многих людей как бы это очень трудно понять. Когда узнавали, что я из Казахстана, что я преподаватель, вот моя книга. Что вы сами себе пробиваете дорогу. Да, я увезла в Европу 20 книг, и я все раздала в Курский институт Брюсселя, Курский институт Стокгольма, в Вену. Книга ушла в Вену к Джасиме Джалилу, сын Джасиме Джалила, который с моим дедушкой учился. Ну, надо же, какое, да, совпадение. Да. И он, когда увидел эту фотографию, где я ему показываю, вот это мой дедушка, а это вот ваш дедушка. Он был, наверное, Он с этой книги в шоке. Фотографировался. Эта фотография есть в архивах. Получается, что верно, да, такое выражение: нет пророка в родном отечестве. В вашем случае. Да, но вы знаете, потихоньку общество поворачивается, мышление меняется. Когда мне пишут, вот мы хотели бы изучать курдский язык, мне кажется, вот для меня это есть вот эта награда, которую человек, который творит, хочет получить. Вот когда художник рисует свою картину, пишет свою картину, он же не думает о том, что он ее продаст. В этот момент творения ты об этом не думаешь. Получается, можно сделать вывод, что все трудности и препятствия в жизни человека, они его только закаляют. Если человек проявляет смелость и не сворачивается со своего пути, слушает свое сердце, он все-таки, раскрывая свой потенциал, доходит до реализации своей мечты. Да, совершенно верно. И в этом есть наше призвание, то предназначение, ради чего мы пришли. Потому что душа, она тоже требует как бы пищи, а это именно проявление своего потенциала божественного, своего предназначения, как сегодня там модно говорить. Получается, что вы продолжили путь деда, мамы и вот Отца сейчас. и вот, да.
Я надеюсь, эта беседа, да, она получилась немного длинной. И я думаю, что мои слушатели узнают меня. Ту, которую хотели бы, наверное, узнать. Это та девушка, которая не побоялась взглянуть страху в глаза, за которым на самом деле крылся потенциал огромный. Ведь у страха глаза велики, глаза боятся, а руки делают. Всего хорошего, до свидания, всех благ. И такой замечательной композицией «Завтрак у Тиффани», да, Да. заканчиваем данный подкаст и сессию у психолога.